В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика», в студии Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум. В ходе рабочего визита в Москву Рамзан Кадыров встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Чиновники обсудили деятельность региональных правоохранительных органов и силовых ведомств, а также вопросы обеспечения общественной безопасности. Рамзан Кадыров отметил, что Николай Патрушев оказывал помощь в решении острых вопросов в самый сложный период для Чеченской Республики. С первых дней он вместе с президентом России Владимиром Путиным лично посещал, внес большой вклад в возрождение региона. Принятые им решения способствовали установлению стабильности и безопасности в субъекте. В рамках рабочей поездки в Москву Рамзан Кадыров встретился с заместителем председателя правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. Об этом руководитель субъекта сообщил в своем телеграм-канале. Чиновники обсудили целый ряд актуальных вопросов, наметили направления, на которые необходимо сделать основной упор. В частности, речь шла о строительстве первого завода азотных удобрений в регионе, который позволит создать около 500 рабочих мест. Обсудили взаимодействие с Государственным научным центром НАМИ по вопросам модернизации чеченских багги Чаборц-М3. Вместе с тем поднималась тема реализации мер по строительству первого технопарка в сфере электронной промышленности в регионе и созданию инжинирингового центра на базе ГГНТУ. Рамзан Кадыров осмотрел процесс капитального ремонта музея Чеченской Республики, который проводится в рамках нацпроекта «Культура». Специалисты завершили демонтаж старых конструкций и уже начали бетонные работы. Планируется завершить ремонт в 2024 году. Репортаж Лейлы Муртазовой. На строительную площадку, где активно идет реконструкция музея Чеченской Республики, прибывает глава региона Рамзан Кадыров вместе с соратниками. О ходе работ ему доложила заместитель председателя правительства Айшат Кадырова, которая, находясь в должности министра культуры субъекта, стала инициатором полного обновления объекта. Демонтажный полный был подвальный уже залитый на полный гидроизоляции. Уже массу проверки безопаснее, качественнее, дешевле и лучше. Год абахан и юбар решение принятия абахан будет. Во-первых, ремонт открытий чуть-чуть подвальные помещения, затапливать уважаемые. Третий этаж, халах просто и коридор я полноценный выставочный зал фундамент. Третий, второй этаж полностью выставочный зал, а первый этаж это кафе, библиотека. Музей уже подвергался масштабной реконструкции, но было принято решение продолжить реновацию, после которой изменится не только внутреннее пространство, но также и внешний облик. Все это реализуется в рамках национального проекта «Культура». Само строительство объекта было начато еще в 2022 году. Папа без хада yok şöyle по-любому я диештон. Вела и всегда стон якордон его задачно качественно дон картинш шайбондон лодия дон шалцары бомбы муштас. Окабота дик бомбы но дадастон. Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев отметил, что данный проект очень важен. Обновленный музей сможет принимать большое количество посетителей, расширятся выставочные залы, увеличится фонд хранилища. Символично, что завершение работ планируется в год истории исторических памятников, архитектуры и культурного наследия чеченского народа. Заявительный материал цены. На 3000 увеличения самих площадей будет, что позволит Шаран Лярча на 100 тысяч человек больше принять посетителей. И экспонат, который у нас есть, еще на 160 тысяч больше экспонатов расположить в этом здании. Как раз Ахушат объявить год истории, архитектурного наследия, культурно-исторического наследия чеченского народа. Как раз расстроить важные вещи. Ну, вещи. Oman ustaka halgalot lummasayna aisha algam ado as problem eglosun ahsama gahtila ya abiyat ashirka kuna ahsama gahtila sugali ya بدينا بزقون سقت ده ميوتشر ده غير رئيس
В ходе инспекции по инициативе вице-премьера Айшат Кадыровой было решено денежно поощрить чеченских писателей, которые вносят немалый вклад в распространение и развитие национальной истории и языка. О деятельности авторов и над какими работами они трудятся, рассказал председатель Союза писателей Аламхар Ельсаев. أخشان بوه تقيروش إستريسك رمانيو ويسن غورا لحظة داو قيلي تايل حجي بين وإلياسي آمد حجي داو غازق أوبودوي بأمي وعياش علبك حجي بأم شكل شيخ منصور شكل الله أصلا يكتبوزو بوشكم خايت بارسون ويوش الإستوري تقلي تقل ويتقلش تيبتغل تغنى دنيا تشعبلو بأم نخشي ريسبوبليكي وان مشكل ليرمان توخيل بالأمر خيا مس دنيا جعبيخ بأيش بوي سير كتشون ورش يويا بأي من تياز يشول كيش بنتياخ شيء ليترتو ميرو وراني يخوان عشرة تجاه خانيا بيلا دق يخكان كديريس أتصير راح يقوم سهرين سام بتخل سام هم تعرف شلون شين شرا شوز إتجار كيج كاريالون سهر أبو زري برتم وش تخانو نقشم بتياج بين ساعة دون راسك بتياج كنا لوي دون سام بستوتش بيدا تور بيسان وي دير كان بستوتش بيدا دوخ أخش لبوك إيوه دوخ لا والله Рамзан Кадыров призвал всех ответственных проекта приложить все усилия, чтобы музей пополнился новыми экспонатами, связанными с различными событиями наших народов. Картин, дек шайк чуян. Название было наследие. Наследие. Что такая нахуй история дон. Картин, язин делал, мелдол. А запись, это сам ручки язин не глах ди, что будет даст нам осома дон. Дукку нахя дон, дукку шуя нахя. Шейнтон окл чан дон, за рахилж мех сава Нью-Йорк. Вы дон за конкурс, это не мани, я это новое угли дон, уезжал на витвина даст дон. Je moet allemaal best wel nagaan, wat iets minder dat staan. Poëtweek, pissatelweek, dan učitelweek, dan is een nabal nagaan, wat iets dan het uitzeggen, we worden ze bereikt dan, we worden ouder wat in de hele historisch staan, niet maar niet, staan toe, dat is wel misschien, dat zijn uurtjes nu dan, als je staan dan, we zijn nou als dat niet. Тут же Аламхар Ельсаев поделился публицистическими успехами. أكاسة شوكشي بخيتز أرياله ويا دواشتي درنجين تلقوا سلواريات ويا دوح حالين شيت إذا دوح شوك أعدلش يدول دلان يعني دوشم شوك ياش ويا سلوار دوش كوبوه دو داست داشت إيش تبيل خشبون ويا بيش شو دون دولو دشنش داست صح مين زوين كور دونش ده شو problem إيه دون دوش داست صح يبغى بولنا دوي خير شردش نستوى أدلنا يشون يو أدلنا شردش قربا يعني زي ما ديست يوش بأوت يا تيجي بيتش ديتش أدلنا هنا يعني شو إنترسنا أصلا يعني جوتريو شو ديتستن وان خززة طور سون صار خزم غزة دوش شو إنترسنا شو يقوش Авторитет руководителя субъекта помогает в решении всех проблемных вопросов с федеральным центром. Каждое предложение, исходящее от Рамзана Кадырова, находит отклик кабинета министров страны. Муслим Хучиев заверил, что все масштабные стройки в регионе, будь то объекты культуры или строения, социальной направленности, будут доведены до завершения качественно и в кратчайшие сроки. طبعا حابرشينا في الشغل تاعها في بيت بولار بتعمل على بولار بعندهم في دار نسوترو هقول اخشت لهم هقول في الابيش ديريس فروم دار بقى ولا لا هذه عبدت كيلو على البدام وعلى كتاح شبكه عبيش شو سيخ حاجه ورشنا Чтобы довести эскизные проекты объекта до совершенства, были задействованы ведущие архитектурные бюро с нашей страны. По завершению здание станет одним из украшений столицы региона. Объект большой, объект безусловно важный. Здесь планируется увеличение объекта с точки зрения площади. Здесь планируется увеличение с точки зрения увеличения штатной численности тех товарищей, которые здесь будут работать. Поэтому, безусловно, для нас это очень важное поручение. Будем прикладывать все усилия для того, чтобы реализовать это мероприятие, сдать объект вовремя.
время, сдать объект качественно, в сроки, и, в общем, чтобы у нас не было нареканий как со стороны федерального центра, так и со стороны руководства республики. На площадке сохранилась центральная четырехэтажная башня от музея. В ней проведены все демонтажные работы. В данное время на объекте идут основные работы. Фундаментные плиты залиты на все 4 блока. Ведется установка железнобетонной конструкции, несущих стен цокольного этажа. В завершении инспекции Рамзан Кадыров еще раз призвал всех причастных активными темпами завершить строительство данного объекта и пожелал им успехов в достижении всех намеченных целей. Лейла Муртазова, Аслан Ахматов, Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Министр Чеченской Республики по делам молодежи Ахмат Кадыров посетил 29-ю международную выставку пищевой промышленности и производства напитков Gulfood 2024 в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом он провел ряд значимых встреч. Вместе с советником президента России Абубакаром Эдельгириевым и гендиректором фонда имени шейха Заида Анваром Усмановым делегаты ознакомились с практикой проведения крупнейших международных мероприятий и получили бесценный опыт. Кроме того, у Ахмата Рамзановича состоялась беседа с Исамом Абдулрахимом Казимом, главным исполнительным директором Дубайской корпорации по туризму и коммерческому маркетингу, и министром образования Объединенных Арабских Эмиратов, председателем Главного управления спорта Ахмадом Белхул Аль-Фаласи. Стороны достигли договоренности о дальнейшем сотрудничестве и созданию для этого рабочих групп. Накануне в республике началось изготовление избирательных бюллетеней для голосования. Их содержание и формат утверждены Центральной избирательной комиссией России. Размер бюллетеня отличается от формата А4. В правом верхнем углу члены участковых комиссий позже разместят специальные знаки, отпечатанные ЦИК России на госзнаке. Там же проставляются подписи членов участковых комиссий и печать. Валентина Гусевская поделится, сколько экземпляров планируется напечатать. Одна из важнейших деталей выборов президента – избирательные бюллетени. Их печатают в издательско-полиграфическом комплексе «Грозненский рабочий». 60 тысяч экземпляров в час выпускает типографская машина. Всего для республики планируют подготовить более 800 тысяч бланков для голосования. Эта печатная машина способна создавать широкий спектр цветов, пропорционально смешивая 4 краски – черный, малиновый, синий и желтый. Бюллетени после нанесения краски дополнительно покрывают лаком, чтобы сохранить качество изображения. Специально для Чеченской Республики наименование, дату выборов и порядок заполнения избирательных бюллетеней печатают на 2 языках – русском и чеченском. Бюллетени выпускают с графической сеткой, чтобы избежать подделок. После печати их нарезают и упаковывают по 1000 экземпляров. Каждую пачку маркируют с указанием места транспортировки. Полностью уже продукцию нам отдадут в конце недели, соответственно, это уже будет передано территориальной избирательной комиссии, они приедут со своей охраной, соответственно, мы их передадим, они уже дальше уже будут храниться до дня голосования в специальных помещениях под охраной. Помимо бюллетеней, которые будут проверять вручную, здесь печатают более 80 тысяч экземпляров для комплекса обработки избирательных бюллетеней КОИП. В таком устройстве бюллетени с голосами будут подсчитываться автоматически. Бланки для них отличаются от стандартных. КОИПовские надо печатать с 2 сторон, а простые они с одного раза, за один раз печатаются. Миллиметр, не дай бог, туда-сюда, если порежут, с ними немножко вот они чуть-чуть задерживаются, их режут там прям маленькими стопками. Более 10 тонн бумаги используют для бюллетеней. Помимо Чеченской Республики, типография готовит бланки и для соседних регионов. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Сайдамин Даутмирзаев. Вести, Чеченская Республика. Подготовка к предстоящему в марте президентским выборам находится в активной стадии. Ведется широкая работа с населением, призывающая граждан выразить свое мнение и проголосовать за одного из кандидатов. Сопредседатель регионального избирательного штаба Хусейн Салтагиреев на встрече с коллективом предприятия «Юг Агрохолдинг» подчеркнул важность участия в голосовании, проявляя гражданскую ответственность. Турпал Алитайсумов с подробностями. Предвыборные кампании 4 кандидатов в президента Российской Федерации набирают обороты по всей стране. Один из доверенных лиц Владимира Путина, Хусейн Салтагиреев, прибыл в крупный тепличный комплекс «Юг Агрохолдинг» для беседы с рабочими. Но прежде гости ознакомились с выпускаемой продукцией. Это огурцы и томаты, пользующиеся спросом не только в регионе, но и в соседних субъектах. За месяц урожай Ну, в год 7 тысяч тонн мы собираем. 7 тысяч тонн в год. Да, 7 миллионов килограмм.
Да. Килограммах солиднее звучит. Да. Это только этот филиал? Да, это этот филиал. Выращивают экологически чистые продукты в соответствии со всеми необходимыми правилами. Здесь есть даже насекомые для опыления и защиты от вредителей. Тепличный холдинг выращивает плоды круглый год. Как видно, некоторая часть уже созрела и готова, что называется, к употреблению. Внешность очень даже привлекательна, а на вкус свежая и сочная. Вернувшись к основной теме встречи, председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики, обращаясь к собравшимся, отметил, что участие в выборах президента России – это долг всех и каждого. По его словам, чеченский народ прекрасно знает о значении правильного выбора. В свое время именно политика первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, позволила жителям республики свободно проголосовать и стать частью огромной многонациональной страны. Чем больше явка, тем больше легитимность, конечно, будет обеспечена. Чтобы не было никаких сомнений. То, что на Западе будет говорить, но чтобы у нас не было никаких сомнений, чтобы мы были уверены, что мы приняли участие, мы отдали свой голос за того, за кого мы предпочитаем это сделать. Вот это как раз то, что нам нужно. Мы понимаем, что наш кандидат особо не нуждается в том, чтобы за него агитировали. Граждане России понимают, кто является гарантом Конституции, кто обеспечивает их безопасность и благодаря кому люди могут свободно общаться, учиться, работать. У кандидатов и их доверенных лиц есть время для встречи со своим электоратом и рассказать о предвыборной программе каждого претендента. Главное политическое событие года пройдет с 15 по 17 марта. Выбор граждан станет известен после полного подсчета каждого голоса. Турпал Алита Исумов, Рахман Хаджиев и Сайтамин Даутмирзаев. Вести. Чеченская Республика. В Грозном прошел литературно-художественный вечер, посвященный историческим датам в поэзии и искусстве. Были затронуты и такие события, как 80 лет со дня выселения, День защитника Отечества, Международный день родного языка. Мероприятие проведено женским творческим клубом «Вдохновение» в рамках Года истории, объявленного главой республики. В нем приняли участие члены регионального отделения Союза женщин России, школьники, студенты, любители поэзии и деятели искусства. Мы в приоритетной задачей своего союза, своей работы видим работу среди молодежи, духовно-нравственное воспитание, возрождение духовных ценностей и культурного наследия. Вот в связи с этим мы стараемся проводить свою работу. В столичном аэропорту проводили новую группу добровольцев. Они прошли ускоренный курс подготовки на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина и готовы к выполнению любых боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Экипировка и всем необходимым бойцов обеспечил региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Традиционно с напутственными словами к ним обратился председатель парламента Магомед Даудов. Мы сегодня боремся прежде всего, чтобы остаться людьми, со своими ценностями, со своими идеалами и, конечно, на защиту нашей Родины. Удачи вам, братья! Берегите себя, друг друга, возвращайтесь живыми и здоровыми к своим семьям. Образовательный комплекс «Квант» посетил художественный хореографический коллектив «Радость» из Луганской Народной Республики. В ходе визита им была проведена экскурсия по учреждению. Гостям также рассказали о деятельности и успехах учащихся. Мадина Нусалчиева продолжит. С демонстрации национальных танцев и исполнения патриотических песен началась концертная программа, подготовленная для гостей из Луганской Народной Республики. В своих стенах их принял комплекс общего и дополнительного образования «Квант». За движениями исполнителей чеченского танца они наблюдали особенно внимательно. Это и не удивительно. Долгожданным гостям, как никому другому, близка эта деятельность. Сами являются участниками художественного хореографического коллектива «Радость». Из Луганской области и коллектив одной из образовательных организаций Луганской области написала письмо главе республики Героя России Рамзану Ахматовичу Кадырову, чтобы их приняли у нас в гостях в Чеченской Республике. Обсуждали программу посещения, то есть мы их долго ждали. Коллектив нашего комплекса тоже с радостью, значит, ждала
гостей из Луганской области. По программе пребывания ребят ожидала экскурсия по комплексу «Квант». Пока их распределяли на группы, мы решили узнать, как они отреагировали на новость о поездке в регион и что больше всего хотят увидеть и узнать. Сначала переживали, потому что совсем новое место, другая религия, но когда по приезду мы уже поняли, что все очень интересно, нас тепло встретили. Комплекс «Квант» включает в себя детский технопарк «Кванториум», цифровое образование детей IT-Куб Грозный и прочие центры развития. Вот это все у них превращается в робота, и по итогу они реализуют свои идеи. Главная цель лицея «Квант» — это формирование системы открытого гибкого образования. Учащийся сам может выбрать то, в чем он хотел бы развиваться. Это может быть и робототехника, музыка, живопись, IT-технологии и многое другое. Всего 25 направлений. С детьми работают опытные педагоги, которые находят каждому ребенку индивидуальный подход. Очень все интересно, понравились и вот эта медиасфера, и там, где шахматы, вот прям, не знаю, просто для нас это вот что-то новое, что-то интересное, и хотелось бы даже еще побольше походить и узнать все. После для ребят выступили артисты театра юного зрителя. Знакомство гостей с городом будет длиться 4 дня. За это время они узнают о его истории и культуре. Также одним Грозным они не ограничатся. Выезды планируются в Аргун и Шали. Мадина Салчиева, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В Чеченском государственном колледже состоялась торжественная церемония открытия второго регионального этапа чемпионата «Профессионалы». Всего в 15 компетенциях, таких как банковское дело, бухгалтерский учет, кирпичная кладка, ремонт и обслуживание легковых автомобилей и прочего, участие примут 119 человек. Интерес к данному состязанию среди студентов среднего профессионального образования растет ежегодно. После красочной концертной программы официальный старт мероприятию дал министр образования и науки Хошбау Дидааев. Мы очень надеемся, что результаты этого регионального чемпионата нас порадуют, и мы сможем выйти на более высокий уровень, уже заявиться на всероссийском уровне до Амула. Так, все знают, все слышат, все видят, что к системе среднего профессионального образования с каждым годом, даже с каждой неделей, это из учета тех тем, которые все чаще поднимаются на ВКС, все больше внимания, все чаще говорят. Так, мы надеемся, что с следующего года именно колледжем, техникум, системе СПО в целом будет на федеральном уровне уже уделяться более высокое внимание. Все сейчас видят, что рабочие профессии, те специальности, которые получают наши студенты по линии СПО, уже с каждым годом все больше востребования. Газовые службы провели проверку оборудования в домах жителей города Аргун. Специалисты проверили коммуникации, котлы и приборы для горения. В ходе осмотра выявили нарушения, использование несертифицированного оборудования, самовольное подключение и неисправность котла. Подобные случаи взяли под надзор, чтобы ликвидировать в кратчайшие сроки. Напомнили и о юридическом аспекте, отметив, что документы должны быть обновлены в соответствии с законом. Технический договор, шейхана адайтер, каждый раз изменения. В связи с этими изменениями, по-любому, договор келдады, что. Договор, шейхана оплатили, шейхана договор обновляет дайтери, шейх хавошена, буахилер, истактивитер, хаджитер. Он дальше безопасность богом заборять, это жизнь людей, эссенциально бегать по мигру, халдать. А в Грозном прошел чемпионат и первенство Северо-Кавказского федерального округа по тэквондо ГТФ. В популярной и зрелищной спортивной дисциплине приняли участие около 250 бойцов из 6 регионов СКФО. На татами участники показали великолепную технику боев, призеры соревнований получили дипломы и медали, победители же были награждены чемпионскими поясами. Ребята очень хорошо выступают, как мы видим, идут зрелищные бои. Хочу поблагодарить всех спортсменов и судей за такую хорошую подготовку спортсменов. Также хотел поблагодарить главу Республики Героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова за этот спортивный комплекс, за все условия. Также Министерство спорта Чеченской Республики хочу поблагодарить за оказанную помощь в проведении этого турнира.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах, социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.